В Республике Мордовия в сентябре грядут новые выборы. В прошедшие годы здесь с поистине туркменским результатом лидировали кандидаты от так называемой партии власти. Избирательные участки ставили рекорды как по уровню явки, так и по единодушию электората. Некоторые называли это мордовским феноменом, говорили о небывалом по сравнению с другими единодушии мордовского народа. Но какими способами это достигалось? Иногда, как выясняется, вот такими. Смотрите, тут как весело. Тут вообще, смотрите-ка. И везде проставлено, ребята. И смотрите, пожалуйста. за кого голосует Мордовия. Единая Россия. Это чисто. Нет, это подожди, вы переверните. Вот, это кто? Там, переверните. Вот она, да. Все, вот. Наметочек стирали, вот они. Ребят, Роман. Опа! чистый, да? Нет, как это чисто? Единая Россия. За кого народ голосует? Посмотрите, вот. Единая Россия, сплошные документы. Вы как лежали, так и положите обратно. Положу, вот. Следователь Да, осмотрит всё. сейчас. Потертая. Фамилия. Все запомнено. Фамилия. Фамилия, все готово. Прям конвейер. 574 участок. Стоит, да. Здесь, в детской школе искусств номер 3 в Саранске, в районе ТЭЦ-2, в 2016 году располагался избирательный участок номер 574. Наблюдателями от КПРФ на выборах в Госдуму, в подвале и других подсобных помещениях в день голосования тут были обнаружены сотни бюллетеней с уже проставленными галочками «За кого надо», а также заполненные списки избирателей, которые якобы уже проголосовали, с фальшивыми подписями. Огромная фальсификация, вплоть до того, что у них был там склад с проставленными галочками, который мы обнаружили уже в середине всего этого вот действия. Значит, там уже определены ваши голоса, хотя вы голосовали не так, может быть, кто-то, но там были галочки только за «Единую Россию» и за депутатов от «Единой России». Были списки уже готовые, хотя еще до конца выборов достаточно далеко. Впоследствии дело дошло до суда. Директору школы искусств некой Щадовой, имевшей в прошлом различные поощрения и даже звание «Заслуженный работник культуры Республики Мордовия» и безупречную репутацию, члену участковой избирательной комиссии, пришлось пройти через уголовное следствие и выслушать обвинительный приговор. Из приговора Октябрьского районного суда именем Российской Федерации 12 октября 2017 года, город Саранск. Рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению Щадовой А.Ф. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 142 УК Российской Федерации, установил: Щадова А.Ф. совершила фальсификацию избирательных документов, являясь членом избирательной комиссии. Щадова, руководствуясь личным выбором, решила использовать свое положение как члена избирательной комиссии в своих преступных целях, направленных на фальсификацию избирательных документов. Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы сроком на год и 6 месяцев. С учетом пошатнувшегося здоровья и чистосердечного признания вины, срок для Щадовой сделали условным. Однако же директором школы искусств она больше работать не смогла. Ее доброе имя оказалось опозоренным. Результаты выборов на данном участке, естественно, отменили. Казалось бы, это могло чему-то научить фальсификаторов, но через год история повторилась. Коммунист Валентина Зайцева и ее помощник раскрыли схему фальсификации в гимназии номер 23. Было и смешно, и жалко смотреть, как взрослые люди пытались выпрыгнуть в окно с пачками бюллетеней, в которых уже были проставлены отметки. Библиотекарь этой школы Богачева, где декан факультета на тот момент Лапшина Марина и работница городской администрации Челыкина также завели людей, и я в том числе своим помощником оказалась в тот момент, сумела в этой карусели. Раздали бюллетени по 10, по 20, и, значит, инструкции давали. И вновь суд, вновь обвинительный приговор и сломанная жизнь работника образования. Неужели действительно она так любила партию власти, что пошла ради нее на уголовное преступление? Через 2 месяца в Мордовии, как и во всей стране, вновь откроются избирательные участки. В этот раз серьезное наблюдение на участках намерены организовать не только коммунисты, но также партия «Справедливая Россия за правду» и другие оппозиционные партии. Я призываю всех, начиная от Центральной избирательной комиссии, кто-то является членом Республики Мордовия, значит, дальше участковой комиссии, территориальной комиссии по Республике Мордовия. Жалейте людей, которые работают с вами, не выставляйте их в черном свете. Зачем?
Педагогам республики и другим бюджетникам, многие из которых составляют костяк участковых избирательных комиссий, стоит сильно подумать, надо ли в этот раз им рисковать ради неизвестного дяди и нарушать закон. А еще подумать о том, как они будут учить детей быть честными, если сами поучаствуют в мошенничестве на выборах.